знают, что в нашем университете никогда не бывает скучно. Что же происходило на этой неделе? Узнаем в 6-м выпуске Профньюз. Финал межфакультетского турнира по волейболу среди мужских команд. Тренинг-марафон. День политических коммуникаций. Настоящие фанаты волейбола ходили на все игры, громко болели и даже прогуливали пары, чтобы поддержать свои любимые команды. Кто же оправдал их ожидания и дошел до финала? Узнаем в следующем сюжете. 15 ноября в спортивном комплексе «Башгу» состоялся финал межфакультетского турнира по волейболу среди мужских команд, в котором за призовые места боролись географический факультет с Институтом экономики, финансов и бизнеса и физико-технический институт с Институтом истории и государственного управления. Мы пришли поддержать нашу родную команду, физико-технический институт. Впечатления у нас от игры очень положительные. Наша команда билась, старалась. Чуть-чуть не хватило, как и в том году. Но наша команда все впереди. У нас есть свои печалки. Кто болеет за физтех? Мы болеем за физтех! К сожалению, пришел не с самого начала игры, но когда я пришел, счет уже был 1-1, и я понял, что здесь будет происходить просто нечто напряженное, невероятное. И поддержка в зале была очень сильная, что в ФТИ, что в ИИГУ. Я лично болею за ИИГУ. И ребята выиграли, не подвели. Вообще мужики красавцы. Завершились соревнования по мужскому волейболу в рамках межфакультетской спартакиады. В этом году игры были очень насыщенные. Каждая команда показала достойную игру. Особенно хочется добавить и отметить, что финалы и полуфиналы прошли очень захватывающе. От имени студенческого спортивного клуба и от имени правкома студентов Башгу я поздравляю всех призеров с победой. В целом получился у нас напряженный, соперник достаточно хороший. Они показали очень хорошую игру, было очень трудно, но мы с ними состоим практически в дружных отношениях постоянно. Каждый год мы с ними играем бок о бок, грубо говоря, у нас проходит борьба вплоть до 5 партий, и поэтому ребята показали себя хорошо. И в целом в нужный момент, в нужное время показали достойный результат. Ну что, подведем итоги. 3-е место занял Институт экономики, финансов и бизнеса. 2-е место – физико-технический институт. Ну а победителями стали Институт истории и государственного управления. Правком ТВ поздравляет всех игроков команды с завершением турнира и желает успехов и ярких побед. Аделина Контюкова, Кирилл Шапошников специально для Правком ТВ. Возможность за один день узнать много нового и получить навыки для всестороннего саморазвития предоставил Российский союз молодежи в рамках образовательного проекта «Тренинг-марафон». Тренинг-марафон – это всероссийский образовательный проект. Его реализует Российский союз молодежи в 28 городах. Уфа в этом году тоже принимает участие. Сегодня для всех желающих, кто заранее зарегистрировался на сайте, 17 тренингов на выбор. 5 тренингов в первом блоке были до обеда, и после небольшого перерыва еще 12 более узких профильных. То есть тренинги проводят молодые профессионалы нашего города, успешные практики, успешные тренеры, те, у кого за плечами большой личный опыт как тренерской практики, так и, в принципе, в реализации какой-то своей творческой и социальной жизни.
Сегодня я посетил тренинг Ольги Макаш «Искусство интервью», который очень мне помог разобраться в основах журналистики, научиться задавать правильные вопросы, быть интересным собеседником, познать новые грани журналистского таланта, так сказать. Ольга потрясающий тренер, которая очень много объяснила мне, дала каких-то новых идей, какие-то новые грани, которые стоит достигать и к которым стоит стремиться. Этот тренинг – это просто нечто, и я советую каждому побывать на моем месте и посетить этот тренинг. Обучаясь на одном направлении подготовки, часто мы не имеем возможности пообщаться на интересующие нас темы. С этой целью на факультете философии и социологии провели День политических коммуникаций. Основная цель данного мероприятия – это интеграция политологического сообщества с нашим студенческим активом. Я считаю, что встреча действительно удалась, потому что каждый из студентов, я уверен, нашел что-то интересное для себя и наработал некую пищу для размышления. Очень много можно было высказать, услышать. Такое мероприятие вообще очень важно и для того, чтобы построить контакт между преподавателями и студентами, и вообще, чтобы просто поучаствовать в политической деятельности. Это был последний осенний выпуск ProfNews. А вот что вас ждет в новом зимнем выпуске.